все у нас готово. Все ингредиенты у нас готовы. В итоге, то есть мы сейчас с вами будем все это варить, выполнять борщ. Варить борщ. Запускаем воду. Отправляем туда курицу. Лавровый лист. Лавровый лист я не жалею. 3-4 могу положить, но вы смотрите на свое усмотрение, потому что привкус практически под конец ее не остается. Вот, а в процессе готовки она впитывается картошкой и различными, то есть, ингредиентами, которые есть. Ну, вот я вот так беру, просто раз и ложу. Все, мы положили соль, курицу, лавровый лист и перец в горошек положили. Все, то есть мясо будет у нас вариться. Когда сварится мясо, мы продолжим. Итак, друзья, мясо у нас сварилось, даже, скажем, разварилось. Ну, посмотрите, то есть теперь мы достаем сковородку. Так. Все. Теперь момент настал у нас сделать поджарку. Наливаю подсолнечное масло. Из супа достаем мясо. Я говорю, вот оно у меня уже разжарилось, развалилось полностью. Так, поехали. Оно у нас теперь будет жариться. И пока у нас жарится мясо, в бульон мы закидываем 2 чеснока целых. Мясо пусть у нас пока жарится. И сразу же в бульон отправляем капусту. Отправляем сразу же картошку. Все, ребят, мясо у нас чуть-чуть пожарилось. Я как говорил, то есть цель не пожарить ее, а именно чтобы она дала свой вкус жареный. Отправляем туда лук. Лук и чеснок. Убавляем огонь. Все это добро перемешиваем. Дальше делаем следующее. Берем бульон из супа и добавляем его в нашу поджарку. Так, здесь у нас мясо, здесь у нас лук и чеснок пока. Никаких приправ, ни соли, ничего я сюда не добавил. Так, чуть-чуть у нас все это потушилось. И все, мы сюда отправляем теперь лук и свеклу. Вернее, морковь и свеклу. Так. 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 Сковородку надо побольше покупать. Так. Дальше, то есть, смотрите. Ложим мы сюда петрушку. Укроп. Я вот сушеный ложу. Можно?
конечно же, свежий положить. Ну, свежего у меня нету, у меня все это с огорода, но я их уже просушил, в огороде ничего не осталось. Вот. У нас укроп. Дальше у нас петрушка. И пошли-поехали теперь специи и приправы ложить. То есть я могу сказать, вы можете сюда никакие специи, ничего не ложить. Только соль положить, то есть положить это все в кастрюлю, и у вас тоже будет вкусный борщ. Но я делаю ее еще вкуснее для себя с помощью специи и с помощью единственной приправы, это ролтон, который я использую. Дальше, поехали. Убавляем огонь. Ролтон, приправа. Смотрите, вот сколько я примерно ложу. Почему-то она дает именно вкус хороший. Дальше идет у нас приправа кориандр. То есть она у меня не молотая. Я его измельчаю руками. Измельчаю руками. Кориандр. Куркума. Молотая. Все, теперь поехали. У нас хмели-сунели. Вот, то есть тоже ложу чуть-чуть. Хмели-сунели вообще отличные специи. Мне очень нравится. Все. И у меня паприка. Я на рынке где-то брал, не помню, что есть в пакете. Паприку тоже щепотку. Тоже щепотку ложу. Все. Вот и все. Все специи, которые я сюда положу. Дальше перемешиваем. Уксус 9%. Я вот на все это ложу крышку. На все это я ложу крышку уксуса. Ну что, ждем, пока сварится картошка, сварится капуста и затушится у нас зажарка. Ну, в принципе-то и потом уже, скажем так, все. Но есть некоторые еще нюансы. Ну вот, у нас картошка сварилась. Если картошка сварилась, то и капуста тоже сварилась. Все. Все мы перемешали. Наша зажарка готова. По времени здесь много не нужно. Просто нужно пробовать. Когда они мягкие не станут, все надо выключать. Но можно и не дожидаться. Все, теперь у нас вот это все отправляется на родину, в борщ, чтобы вот эта зажарка у нас и вот этот бульон с капустой и картошкой превратились в наш как раз таки борщ. Пробуем. Пальчики оближу. Ну, я люблю чуть-чуть соленее, поэтому я еще досолю. Немного, но нужно. Все. На этом этапе мы суп выключаем. Выключили. Все. И в таком состоянии мы его должны оставить на минут 15 хотя бы. Ну, кто не терпит, можете сами положить, сразу же поесть. Почему оставить в таком состоянии? Именно для того, чтобы картошка пропиталась именно вот этим вот вкусом борща, чтобы она была вкусной. Ребят, спасибо за внимание. Приятного аппетита. Готовьте. Учитесь готовить.
А я в свою очередь постараюсь сделать еще интересные ролики, то есть на тему именно как приготовить какие-то блюда, супы. Я очень люблю готовить супы, также вторые блюда. Я сразу скажу, не повар, не специалист какой-то там, что-то где-то готовил в столовой. Я ни разу ни в забегаловке нигде не работал. Вот. То есть это все пришло со временем. Спасибо за внимание. До свидания. Ну, приятного аппетита всем, кто смог приготовить. Кто сумел приготовить. А теперь будем есть, еще раз есть. Пальчики. Это стоит потраченного времени. Это все очень вкусно. Пойду другу позвоню. Пусть в гости бежит. Скажу борщ, 100 пудов сейчас приезжает.